Pagājušajā svētdienā Прошлое воскресенье mācītājs runāja par tēmu, kā funkcionēt savā lomā. пастор нас учил на тему, как мы можем функционировать в своей роли. Noliksim sākumā galvas un palūksim Давайте Dievu. опустим, склоним голову и помолимся. Amen. Амин. Kungs, paldies Tev. Господь, спасибо Тебе, Mēs šajā rītā varam nākt pie Tevis. что в это утро мы можем прийти к Тебе. Mēs varam meklēt Tavu vaigu, ka mēs varam tuvoties Tev. Мы можем искать Твоего лица и можем Un ka mēs приближаться к varam Тебе. mācīties pie Tavām И kājām. мы можем учиться у Твоих ног. Tēvs, Отец, Kungs, Tu saki, Господь, Ты говоришь, ka neviens nezina Tēvu kā vien dēls, что никто не знает Отца, как только Сын, un neviens nezina dēlu kā tikai Tēvs, и никто не знает Сына, как только Отец. kam dēls to grib atklāt. И тот, кому Сын хочет это открыть. Kungs, mēs lūdzam šajā rītā, И в это утро, Господь, мы молимся. atklāj mums Tēvu, Открой нам Отца. atklāj mums savu sirdi. Открой нам свое Mēs сердце, patiesi Tevi iepazīstam, чтобы мы на самом деле познали Тебя. un ka mēs iepazīstam Tevi tā, ka tas izmaina mūsu kungs. И чтобы мы познали Тебя настолько, чтобы это изменило нас. Lai Tavs vārds kļūst dzīvs priekš mums, Чтобы Твое Слово ожило для lai нас. tas izmaina mūsu sirdis, И чтобы оно изменило наши mūsu сердца, domāšanu, mūsu attieksmi, kungs. наше мышление, наши отношения, Pateicamies, Господь. dārgais svētais gars, И, дорогой Святой Дух, мы благодарим to, ka Тебя Tu esi šajā vietā. за то, что Ты на этом virzies. месте. Ты двигаешься. Es lūdzu ņem pilnīgu kontroli šajā rītā. И я прошу, чтобы Ты взял полный контроль в Par это visu, утро kas šeit notiks. над всем, что будет Ņem здесь pilnīgu происходить. kontroli pār manu muti, pār manām domām, pār manu sirdi. Возьми полный контроль над моими устами, над моими мыслями, над моим Kungs, сердцем. runā uz mums, Господь, говори к нам, atmasko mūs, обличи нас, uzmundrini mūs, kungs. ободри нас, Господь, Jēzus Kristus vārdā. во имя Иисуса Amen. Христа. Амин. Un pagājušajā svētdienā, kā jau es iesāku, mācītājs runāja par tēmu, И, kā как я уже говорила, в прошлое воскресенье пастор говорил нам на тему, funkcionēt savā lomā kā priesteriem un kā ķēniņiem. как мы можем функционировать в своей роли как священники и цари. Par to, kādas īpašības ir nepieciešamas, lai mēs, lai ķēniņi nostiprinātos savā valdīšanas sfērā. И какие качества характера необходимы для того, чтобы эти цари утвердились в своих сферах влияния, управления. Un mācīties pabeidz ar 5 Dāvida īpašībām. И пастор закончил проповедь 5 качествами Давида. Runājot par Dāvidu, mēs daudzkārt esam dzirdējuši, ka Dāvids bija vīrs pēc Dieva sirds. И мы много слышали, что о Давиде и сказано о нем, что он был муж по сердцу Бога. Dāvida sirds kvalitāte, viņa bija atbilstoša Dieva sirdī. Kачество сердца Давида, оно соответствовало сердцу Бога. Tas bija viens sirds ritms ar Dievu. Это был один ритм сердец вместе с Богом. Un ziniet, kas mani tajā fascinē? И вы знаете, что меня поражает или восхищает во всем этом? Uz mums caur Bībeli runā pats kungs. Через Библию к нам говорит сам Господь. Mēs varam lasīt to, ko pats kungs ir teicis. Мы можем читать о том, что сам Господь говорил, Un tomēr mēs dažreiz neredzam. и в то же самое время мы часто не видим. Dāvids, viņš dzīvoja vecajā derībā. Давид, он жил в Ветхом Завете, Viņš saka, es redzu to kungu. и он говорит, что я Tava вижу acu Господа priekšā. перед своими глазами. Viņš pazina savu kungu. Он знал своего Господа. Ne? Mums esi žēlīgs, ka mēs ieraugam tevi savā acu priekšā. Господь, и будь милостив к нам, чтобы мы увидели Тебя перед своими Mans глазами. svētdienas nosaukums šodien būs ķēniņa sirds. И название моей проповеди сегодня «Сердце царя». Mēs šodien paskatīsimies, kādu sirdi Dievs meklē savos ķēniņos. И давайте посмотрим сегодня, какое сердце Бог ищет в своих царях. Vārds, par ko šodien dalīšos, tas ir aizķēris manu sirdi. Слово, которым я сегодня буду делиться, оно затронуло Jau мое kādu сердце laiku, tāpēc es уже какое-то šodien время. runāšu sev. Поэтому сегодня я буду говорить себе. Un man lūkšana ir patiešām, lai šis vārds viņš atnes reālas pārmaiņas. И моя молитва сегодня о том, чтобы это слово сегодня принесло реальные Domāšanā изменения manā sirdī, в моем мышлении, в моем сердце. lai tas patiešām atnes pārmaiņas mūsu sirdīs. И чтобы на самом деле это принесло изменения в наших сердцах. Sāksim ar Mateja 11. nodaļu. И давайте начнем с 11 главы Евангелия от Матфея. Mācītājs ceturtdien lūkšanās dalījās no šīs nodaļas ar vārdu, И в четверг на молитве пастор делился тоже мыслями из этой главы. bet mēs nolaidīsimies mazliet zemāk. Но мы Šajā немножко nodaļā, опустимся ниже в этой главе. Mateja 11, 27, 30. Матфея 11 глава 27-30. Visas lietas man ir mana tēva nodotas,
Un neviens nepazīst dēlu kā vien tēvs, un neviens nepazīst tēvu kā vien dēls, un kam dēls to grib darīt zināmu. Nāciet šurp pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt. Ņemiet uz sevi manu jūgu, mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm, jo mans jūgs ir patīkams un mana nasta ir viegla. Все предано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына. И кому Сын хочет открыть, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Šī ir ļoti dziļa raksturvieta. Это очень глубокое место из Un es Писания, noteikti negatavojos skaidrot tās dziļumus. и я не готовилась к тому, чтобы вам раскрыть все эти глубины. Vienkārši apskatīsim to kopā, Просто посмотрим на него un вместе. lai tas kungs atklāja mums katram to, kas mūs patiesi var izmainīt. И пусть Господь каждому из нас откроет то, что действительно может нас изменить. Ne kā informācija, Не как информация, bet vārds, kas atnes reālus pārmaiņas mūsos. но как слово, которое принесет реальные изменения в нас. Jēzus šeit aicina visus bēdīgos un grūtsirdīgos. Иисус здесь обращается и призывает всех труждающихся и обремененных. Un krievu tulkojumā tas ir tos, kas smagi ir strādājuši vai strādā un kas ir noguruši no sava darba. И в русском переводе это те, которые очень тяжело работали, и они устали от своей работы. Un mums katram dzīvē ir dažādas nastas. И у нас у каждого в жизни есть свой груз, своя ноша. Nastas, ko uzliek šīs pasaules sistēma, šīs pasaules prasības, Есть ноша, которая накладывает на нас система этого мира, требования этого мира. dzīves līmenis, ikdienas vajadzības. Уровень жизни, нужды повседневные. Ir nastas, ko mēs paši sev uzkraujam, Есть ноша или груз, который мы сами на себя возлагаем, nenoliekot pareizas prioritātes. не расставляя правильные приоритеты. Tad mēs cenšamies šo vezumu visu vilkt kopā. И тогда мы пытаемся весь этот груз тянуть на себе Gan вместе. Dievam kalpot, gan Мы пытаемся и служить Богу, mantai, izklaidēm un daudzām citām lietām. и вещам, и развлечениям, и другим вещам. Ir nastas, Но есть груз еще. kad neskatoties, ka dzīvojam jaunajā derībā, Несмотря на то, что мы уже живем в Новом Завете, mēs tik un tā cenšamies Dieva gribu pildīt paši, мы все равно пытаемся и стараемся исполнять Божью волю сами, nemeklējot tā pa īstam Dievu. по-настоящему не ища Бога в этом. Mēs cenšamies ar pareizu rīcību izskatīties labāki, Мы стараемся выглядеть лучше через правильные поступки, izkalpoties ar saviem darbiem, выслужиться своими делами, sasniegt kaut ko savā spēkā, достигнуть чего-то своей силой. un beigās tas mums kļūst par nastu, И в конце концов это становится для kas нас padara таким mūs bēdīgus un grūtsirdīgus. тяжелым бременем, которое делает нас такими печальными. Mūsu miesas cīņa, kas cīnās mūsu locekļos, Сражение в нашей плоти, которое сражается в mūsu наших cīņas членах. ar grēkiem, ar ieradumiem, Это сражение с грехом, с нашими привычками. tas viss var būt nasta. Все это может стать ношей, грузом. Un Jēzus saka, ja tas tevi apgrūtina, И Иисус говорит, если все это тебя становится tas ir тяжелым, bēdīgs, grūtsirdīgs, nāc pie manis. если тебе тяжело, тогда приходи ко мне. Ja tu vairs nevari panest, Если ты уже больше не можешь это всего нести, nāc pie manis. приходи ко мне. Es varu tevi atvieglināt. Я могу облегчить все это. Un viņš saka, tagad ņem manu jūgu. И он тогда говорит, теперь возьми мое бремя. Domājieties, tie, kas nes smagas nastas, Вот представьте, тот, который несет тяжелый груз, бремя. viņš saka, nāc pie manis, tevi atvieglināšu, И он говорит, приди, я облегчу твою жизнь. es tevi iejūgšu. И я впрягу тебя во что-то. Амен. Un viņš saka, ka viņa jūgs ir viegls. И он говорит, что его бремя, оно легко. Un tad viņš saka, nāciet un ņemiet, И когда он говорит, придите и возьмите, tā ir labprātīga rīcība. это добровольное действие. Viņš to neuzliek tev, Он не возлагает это на viņš saka, тебя. nāc un paņem. Но он говорит, приди и возьми. Tā ir tava labprātīga paklausība, Это pakļaušanās. твое добровольное послушание, подчинение. Paskatīsimies, kas ir jūgs. Давайте посмотрим, а что такое иго? Mēs esam ļoti tālu šobrīd novirzījušies no tā dzīvesveida, kas bija tajos laikos, Мы очень далеко отклонились от того образа жизни, который был тогда, Jēzus. когда жил Иисус. Vai tas ir labi vai slikti, tas ir cits stāsts. Хорошо это или плохо, это другая история.
Bet mēs mazliet paskatīsimies, kāds izskatījās jūgs. Но давайте посмотрим на то, как выглядела эта ига. Jūgs, tas bija koka rāmis tāds, ja tā var teikt. Ига — это был такой, как деревянная рамка или хомут, Tas sastāvēja no divām kārtīm, которая karām состояла из двух длинных таких палок, ar mazākiem šķērskokiem. и там поперечные были более меньшие палки. Un šajā jūgā iejūdza divus vēršus. И вот в этот хомут запрягали двух мулов. Parasti tie bija divi vērši, Обычно это были два мула, kas kopā vilka šo jūgu. которые вместе тянули как бы этот хомут. Viņi stāvēja blakus viens otram, Они стояли друг с другом рядом, un viņi virzījās un darbojās pilnīgi sinhroni. и они синхронно двигались и работали вместе. Parasti šajā jūgā jūdza vienu stiprāku, vienu vecāku vērsi Обычно в это ермо впрягали одного сильного и одного слабого un мулу, vienu jaunāku vērsi. одного старшего и одного младшего. Un viss tas smagais darbs И самая тяжелая работа, gulās uz to vecāko, pieredzējušāko vērsi. она возлагалась на этого сильного, опытного мула. Jaunais vērsis, viņš vienkārši soļoja līdzi, А молодой этот мул, он просто шел рядом вместе. un viņš nenesa to visu smagumu, Он не нес на себе всю эту тяжесть, bet tas, kas viņam bija jādara, viņam bija jāmācās. но то, что он должен был делать, он должен был учиться. Jūgs ierobežoja šo kustības brīvību, И вот это ермо, оно как бы ограничивало свободу движения. kur pagrieza šis lielais vērsis to jūgu, tur automātiski gāja līdzi jaunais. Туда, куда поворачивал эта ига старший мул, туда должен был Ja viņš поворачиваться и nolieka молодой. galvu padzerties, automātiski noliecās jaunais. Если он опускал голову, чтобы попить воды, то младший тоже должен был это Ja сделать. viņš gāja ļoti ātri uz priekšu, tad arī jaunajam bija jāiet uz priekšu. Если старший шел быстро вперед, то и младший должен был так же делать. Un Jēzus piedāvā iejūgties jūgā. И Иисус предлагает и нам впрячься в такое иго. Jūgā, kur iet viņš un tu. Иго, в котором идет Он и ты. Viņš ir tas, kas dara šo smago darbu, Он тот, который делает эту тяжелую работу, tu staigā viņam līdzi. а ты идешь рядом. Un šajā raksturvietā jūgs tiek izmantots kā paklausības pakļaušanās atribūts. И в этом месте из Писания иго используется как атрибут послушания и подчинения. Jūgs, ko piedāvā Jēzus, iespējams, ir vēl citas nozīmes. Возможно, еще есть другие значения этому. Jūgs, ko piedāvā Jēzus, ir pakļaut savu gribu absolūtai viņa vadībai. Иго, предложенное Иисусом, заключается в том, чтобы подчинить свою волю Его абсолютному руководству, Viņa vārdam. Его Слову, Lai vārds ir tas, kas mūs vada, чтобы Слово стало тем, которое будет вести нас, kas nosaka virzienu, которое определяет направление, kas mūs māca. которое учит нас. Un šeit runa, protams, ir par šo māceklības procesu, par šo mācīšanos. И здесь идет речь об этом процессе ученичества, процессе обучения. Ko mēs ļoti daudz esam dzirdējuši. Мы много об этом Mēs слышали. visi zinām, mēs esam Kristus mācekļi. Мы все знаем, что мы ученики Mums Христа. ir jāmācās no Jēzus. Мы должны учиться от Иисуса. Mēs mācāmies, И мы учимся. cits vairāk, cits mazāk. Кто-то больше, кто-то меньше. Runājot par šo apmācības procesu, ko piedāvā И Jēzus, говоря об этом процессе ученичества, о котором говорит Иисус, arī izglītības sistēma mūsdienās ir ļoti mainījusies no tās izglītības sistēmas, kāda bija toreiz. система образования сегодня, она очень сильно изменилась по сравнению с той системой, которая была в то время. Mācītājs mums daudzreiz ir teicis, nu vismaz es daudzreiz esmu dzirdējusi, Пастор нам очень часто говорил, во всяком случае, я часто слышала, lasīt daudz biogrāfijas. читайте много биографий. Un es vienkārši šodien to gribu atgādināt. Я сегодня хочу напомнить об этом. Jo tas patiešām paplašina mūsu redzesloku На самом деле это расширяет наш кругозор un palīdz savādāk paskatīties uz lietām. и помогает посмотреть на вещи по-другому. Tajā laikā šī apmācības sistēma bija tāda, В то время система ученичества она была такой, ka tas, kurš gribēja mācīties, что тот, кто хотел учиться, viņš gāja pie konkrēta cilvēka, он шел к конкретному человеку, viņš mācījās konkrētu lietu. и он обучался конкретной вещи. Tie bija augstas raudzes meistari vai profesionāļi, Это были люди, профессионалы высокого уровня, kuri palīdzēja kļūt par
tādiem pašiem augstas raudas meistariem un profesionāļiem. которые помогали ученикам превратиться и стать в такие же высококвалифицированных мастеров. Mūsu izglītības sistēma atšķirās. Наша система образования отличается. Gan tad, kad es mācījos, gan arī šobrīd. Когда я училась, и сегодня, Es atceros, man skolā mums bija angļu valodas skolotāja, я помню, у нас в школе была учитель английского языка, kura patiesībā, angļu valodā bija runājusi ļoti minimāli. которая сама использовала этот английский язык очень минимально. Mēs to mācījāmies kā teoriju. И мы учили этот язык как теорию. Es atceros, es no galvas iekalu kaut kādu gabaliņu, И я помню, что я наизусть заучивала какой-то кусок. noskaitīju, Я просто отчитывалась, un es говорила biju apaļa наизусть, teicamniece. и я была круглой отличницей. Bet angļu valodu es nezināju vispār. Но английский язык я не знала вообще. Amen. Ам. Tā laika izglītības sistēma viņa atšķīrās. Un tas bija šis māceklības process, kad tu И система того времени, она сильно отличалась, потому что там был этот процесс pat tā, ka tu ne ученичества. tikai nāci mācīties, И там было так, что ты не только туда приходил учиться, tu pat dzīvoji kopā ar šo но ты skolotāju. даже жил вместе с этим учителем. Tu dzirdēji, ko viņš teica, Ты слышал, что он говорит, tu skatījies, ko viņš darīja. и ты также смотрел, что он делает. Un tas ir tas māceklības process, ko mums piedāvā Jēzus. И это тот процесс ученичества, который нам предлагает Иисус. Viņš saka, jūties iekšā, Он говорит, впрягись вместе со iesim мной kopā. и пойдем вместе. Šim vārdam mācies, А- mācīties, Это слово «учиться». ir vēl tāda nozīme no grieķu valodas, kā apgūt, pierast. Есть еще такое значение в греческом языке, как приобрести, привыкнуть, приобрести, привыкнуть. Un Dāvids teica 16. psalmā, 8. pantā, И Давид, он говорил в 15 псалме, в 8 стихе. mēs savilksim paralēlus ar Dāvidu. Мы будем проводить параллели с Давидом. Skatīju to kungu savā acu priekšā vienmēr, jo viņš man ir pa labo roku. Всегда видел я перед собой Господа, и Он одесную меня. Dāvids bija ķēniņš, kas staigāja ar to kungu И Давид был царем, который ходил вместе с Господом. un redzēja to kungu savā acu priekšā vienmēr. И он всегда видел Господа перед собой. Mēs tālāk redzēsim, kāpēc tas ir tik ļoti svarīgi. И мы дальше увидим, почему это настолько важно. Un 29. pantā mēs varam lasīt: mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. И Матфея 11:29 сказано: «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Tad Jēzus mūs aicina mācīties, Иисус призывает учиться. un ko mācīties? И чему учиться? Viņš saka, viņš šeit nesaka, mācieties pazemību, Иисус не говорит нам, учитесь смирению iemācīties būt pazemīgi. или научитесь быть смиренными. Viņš saka, es esmu. Но Он говорит, я таким являюсь. Un te ir divi momenti. И здесь есть два момента. 27. pantā Jēzus saka, ka visas lietas man ir mana tēva nodotas, un neviens nepazīst dēlu kā vien tēvs, un neviens nepazīst tēvu kā vien dēls, un kam dēls to grib darīt zināmu. И Матфея 11:27 сказано: «Все предано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Jēzus ir tas, kas mums dod atklāsmi par tēvu. Иисус является тем, который дает нам откровение об Отце. Mēs zinām, ka atklāsme tas ir gan rema, gan logo, ja? И мы знаем, что откровение — это и рема, и логос. Tad rema ir Dieva runātais vārds un logo rakstītais. Рема — это говорящее к нам Слово Божье, и логос — написанное Слово Божье. Un šī ir tā rakstītā Dieva atklāsme. И здесь есть написанное Божье откровение, Viņš atklāja savu sirdi. в котором Он открывает свое сердце. Viņš saka, es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Он говорит: «Ибо я кроток и смирен сердцем». Tā ir mūsu ķēniņa sirds, un tāda ir ķēniņa sirds attieksme. Это сердце нашего царя, такое отношение сердца его. Un otrkārt, Jēzus uztver to, ka šī pazemība tā nav ārēja izpausme. И второе, что подчеркивает Иисус, что смирение, оно не связано с внешними проявлениями. Tas nav tikai tas, ko mēs darām. Это не только то, что мы делаем. Tā nav tāda pareiza uzvedība. Это не просто какое-то правильное поведение, Tas ir tas, kas nāk no mūsu sirds iekšienes. но это то, что исходит изнутри, из сердца. Ziniet, mums var būt dažreiz tādas pazemības izpausmes. Вы знаете, у нас у всех могут быть такие проявления смирения. Mēs varam citreiz pazemīgi runāt, Мы можем так смиренно разговаривать, kad mēs sevi tā īpaši saņemam rokās. когда мы, так особенно держим себя в руках. Vai dažreiz mēs varam
kaut ko vēl citu, bet savās domās mēs tik un tā varam justies pārāki. Но в своих мыслях, при всем при этом, мы все равно ну, можем чувствовать себя как бы выше всех, высокомерным. Dievu valodā ir tāds ļoti labs vārds naravņē. В русском языке есть такое слово хорошее «наравне». Latviski, ja ne pārāki, tad vismaz vienā līmenī. Но в латышском языке, ну, если не над всеми, то, ну, на одном уровне, на одинаковом уровне со Vienā всеми. līmenī ar mācītāju. На одном уровне с пастором. Es taču arī zinu apmēram tikpat daudz. Я же kā viņš. тоже знаю, ну, stолько же много, как и он. Kad pazemība nāks no mūsu sirds, Но когда смирение приходит или исходит из наших сердец, mums nebūs grūti pakļauties, mums nebūs grūti paklausīt тогда нам не будет трудно подчиняться, слушаться mācītājiem, līderiem, пастору, лидеру, Dievam. Богу. Dieva valstī viņa neatnāk redzamā veidā. Царство Божье, оно не приходит видимым образом. Tā atnāk vispirms mūsu iekšienē. Но она, во-первых, сначала приходит внутри нас. Tā iesākas ar pārmaiņām mūsu iekšienē. Она начинается с тех перемен изнутри нас. Ne ar to, ko mēs darām, Не с того, что мы ne делаем, ar to, cik skaļi mēs varam pasludināt kādas lietas. не с того, как громко мы можем провозглашать Tā какие-то iesākas вещи. mūsu iekšienē, tā izaug mūsu iekšienē. Но она начинается внутри нас, и она вырастает внутри нас. Tās ir tās pārmaiņas, kas notiek mūsu sirdī. Это те изменения, которые происходят в нашем сердце. Un Jēzus saka, viņš saka, ņem manu jūgu un mācies, Иисус говорит, возьми мое бремя и научись, jo es esmu no sirds lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. потому что я кроток и смирен сердцем. Un tieši šī sirds attieksme, viņa arī Dāvidu padarīja par vīru, И- ir pēc Dieva sirds. И именно подобное состояние сердца она превратила Давида в того человека, о котором Бог сказал. Tāpēc, ka tā ir mūsu ķēniņa sirds. Amen. Он сказал, что муж по сердцу моего, потому что вот таково сердце царя. Paskatīsimies mazliet, ko nozīmē lēnprātīgs. Давайте немножко посмотрим на то, что значит кроткий. Es nezinu, kā ir krievu valodā, bet latviešu valodā Я не знаю, как в русском языке, но в латышском šis языке vārds lēnprātīgs sarunu valodā, viņš vairs netiek īpaši lietots. вот это слово кроткий, он в разговорном стиле, ну, в разговоре он не используется уже Un практически. Pēc to ir mazliet arī tā pagrūtāk saprast. Поэтому, может быть, труднее это и понять. Un es nekādā ziņā neņemos šobrīd, ka es tagad atklāšu un izskaidrošu. И я ни в коем случае не хочу утверждать, что я вам сейчас что-то открою это. Mēs vienkārši paskatīsimies mazliet, lai ir veidojas kaut kāda izpratne. Мы просто немного посмотрим, чтобы у нас сформировалось какое-то понимание. Grieķu valodā šis vārds ir praudas. В греческом языке это слово «праудес», Ja es pareizi uzrunāju. если я правильно Tas произношу. tāds, kam ir maiga iedarbība. Это, Maigs. это мягкий, тот, у которого такое мягкое действие, воздействие. Grieķi šo vārdu attiecināja uz dažādām smērēm, kremiem, И греки это слово относили к некоторым мазям, кремам, kuras padarīja ādu maigāku, lai viņa neplaisā, lai nesāp. которые смягчали кожу, чтобы она не трескалась, не болела. Lēnprātīgs cilvēks, viņš apzinās savu stāvokli, Кроткий человек, он осознает, кем он является, свое положение. un tajā pašā laikā viņš ir mierīgs, atturīgs, И в то же самое время он такой спокойный, уступчивый, savaldīgs, сдержанный, spēj savaldīt savas emocijas, тот, который может сдерживать свои spēj эмоции, pakļauties. который способен покоряться. Lēnprātīgs cilvēks, viņš zina, ko teikt, kad teikt un kā teikt. Кроткий человек знает, что нужно говорить, когда нужно говорить и как нужно говорить. Un man ļoti iepatikās viens izteiciens, kas nāca no Ļeva Tolstoja. Мне- Ļevs Tolstojs. Мне очень понравилось одно выражение, которое сказал Лев Толстой. Viņš teica tā, ja gribi būt gudrs, Он сказал, если хочешь быть умным или мудрым, iemācies uzdot saprātīgus jautājumus, научись разумно спрашивать, uzmanīgi klausīties, внимательно слушать, mierīgi atbildēt спокойно отвечать un pārstrāt runāt tad, kad nav vairs ko teikt. и перестать говорить, когда нечего больше сказать. Lēnprātīgs cilvēks, viņš valda pār savu muti. Кроткий человек владеет своим языком. Lēnprātība ir miermīlīga, tā nes mieru. Кротость, она миролюбивая, она приносит мир. Un lēnprātības tāda atšķirīgā iezīme, tā ir sevišķa garīgā uztveres spēja mācīties. И отличительной чертой кротости является такая особая способность духовного восприятия, духовно учиться. Vienkārši spēja mācīties. Просто способность учиться. Gan no svētā gara, Как от Духа Святого, gan no cilvēkiem, так и от людей.
kuri var šķist mazāk spējīgi, mazāk pieredzējuši, которые даже, может быть, менее способные, менее mazāk опытные, izglītoti. менее образованные, Nu, tādi, kuri var šķist, ka viņiem nemaz nav daudz ko piedāvāt. которые, может быть, даже казаться, что, ну, что им можно, что они могут предложить. Un paskatīsimies mazliet par pazemību. И теперь давайте посмотрим немного о смирении. Par pazemību ir ļoti daudz informācijas pieejams, tāpēc es šeit О смирении мы можем найти очень много информации, поэтому я не буду... no распространять. grieķu valodas tas ir vārds tatevo. С греческого языка это слово «татео». Grieķu valodā ļoti daudz apzīmējumu gan vārdam lēnprātībai, gan pazemībai. И в греческом языке очень много обозначений и к кротости, и смирению. Jā, bet šis vārds nozīmē tāds zems, mazs, iezemēts, Но это слово, оно значит нечто такое маленькое, низкое, prizemļonais. приземленное. Tāds, kas ir spējīgs domāt par otru kā augstāku par sevi. Тот, который способен думать о другом выше себя. Un patiesībā, ja tā vienā teikumā par pazemību, tad pazemība tas ir pilnīgs pretstats lepnībai. И если одним словом охарактеризовать слово смирение, то это полная противоположность гордости. Un es paskatījos vairākus formulējumus, bet man vislabāk patika mūsu mācītāja formulējums par pazemību. Я посмотрела множество определений слову смирение, но мне больше всего нравится определение, данное нашим пастором. Tāpēc, ka tas ir tāds ļoti kompakts un tas izsaka visu būtību. Потому что это достаточно компактно и выражает всю суть. Pazemība tā ir savas gribas pakļaušana Dieva gribai itin visos jautājumos. Смирение — это подчинение своей воле Божьей во всех вопросах. Te varētu pielikt vārdu labprātīga pakļaušana. Здесь можно добавить одно слово — добровольное Bet подчинение. būtībā šis vārds pakļaušanās, viņš pats par sevi jau ietver šo labprātību. Но на самом деле вот это слово подчинение, оно уже включает в себя добровольность. Bet labākais sapratnē, ja mācītājs neiebilst, Но если пастор не против, то для лучшего понимания šis teikums varētu skanēt, ka pazemība tā ir labprātīga. тогда это определение может звучать так, что смирение — это добровольное Savas подчинение. gribas pakļaušana Dieva gribai Подчинение своей воле Божьей itin visos jautājumos. абсолютно во всех вопросах. Un, ja mēs savākam paralēlus, mēs atkal varam redzēt Dāvidu. И если мы сделаем параллели, проведем параллели, то мы опять видим Давида. Jo viņš bija cilvēks, Потому что Давид был человеком, kurš izdarīja visu to, который исполнил все то, ko gribēja Dievs. чего хотел от него Бог, Viņš izdarīja tā, kā gribēja Dievs. и он сделал так, как этого хотел Бог. Vēl par pazemību. Pazemība ir atzīt, ka tev nekā nav. И говоря о смирении, смирение, она признает, что у меня ничего нет. Un viss, kas man ir, И все то, что у меня есть, tas ir no Dieva. это от Бога. Tas ir tāds patiesas pielūgsmes pamats. И это такое истинное основание поклонения. Viņš ir viss, kas tev ir, un viņš ir viss priekš tevis. Когда он все, что у тебя есть, и он есть все, что тебе нужно для тебя. Un vēl man patīk viens formulējums, ka pazemība tie nav tikai pazemīgi vārdi, И мне еще понравилось одно определение смирения. Смирение — это не только смиренные такие слова, tie ir darbi, tā ir uzvedība, но это дела, это поведение. tā ir apzināta un parādīta darbība, И это также сознательное и проявленное действие. gatavībai paklausīt Dievam. И готовность подчиниться Богу. Tu ar saviem darbiem pierādi, ka tu jebkurā brīdī esi gatavs pakļauties Dievam. Когда ты Paklausīt. своими делами доказываешь, что в любой момент ты готов послушаться и подчиниться Богу. Tas, ka, ja man jautātu, kā es varētu noformulēt pazemību, Если бы меня спросили, как ты можешь сформулировать смирение? zinu, ka mācītājiem ļoti patīk ar vienādiem zīmēm un Я знаю, что пастору нравятся вот эти знаки равно. plusi, mīnusi, vienādības zīmes. Плюсы, минусы, знаки равно. Un man arī sanāca, ka Un- pazemība ir vienādības zīme ar paklausību. У меня тоже так получилось. Смирение равно послушанию. Un tas nav tā, ka tas ir mans viedoklis. И это не просто мое мнение, Tas balstās uz Filipiešiem 2. nodaļu, но это мы находим в Филиппийцам 2 главе, kur ir teikts par Jēzu, ka viņš bija pazemīgs līdz pat krusta nāvei. где написано, что он смирил себя даже до смерти крестной.
Un vēl runājot par pazemību, ka man patika arī tāds formulējums, ka pazemība tas ir dzīvesveids. И еще одно из определений, которое мне понравилось, смирение — это образ жизни. Tas, ko gribētos piemetināt par pazemību arī labākai izpratnē, И в хорошем смысле мне бы хотелось еще что-то добавить к теме о tas, смирении. ka pazemība viņa izpaužās vai ir attiecināma uz 3 plaknēm. Смирение, оно проявляется как бы на трех уровнях. Pirmais tā ir mūsu pazemība Dievu priekšā. Первое — это наше смирение перед Богом. Protams, ka tas viss ir savstarpēji saistīts, Конечно, все это взаимосвязано. bet skatoties no šī skatu punkta, mēs No, varam когда- redzēt Mihas 6. nodaļa 8. pants. Но смотря с этого пункта, мы можем это увидеть в Михея 6 главе 8 стихе. Jo cilvēks ir sacīts, kas ir labs un ko tas kungs no tevis prasa, proti darīt taisnību, mīlēt žēlstību un pazemīgi staigāt savu Dievu priekšā. «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь. Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно мудренно ходить перед Богом твоим». Pazemība attiecībā uz cilvēkiem, Следующее — смирение по отношению к другим людям. otru uzskatīt augstāku par sevi. Когда другого ты почитаешь выше себя. Filipiešiem 2:3. Филиппийцам 2:3. Nestrīdēdamies ne tukšā lielībā, bet pazemībā, cits citu uzskatīdami augstāku par sevi. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Šeit man patika Svētā Augustīna izteiciens. И мне очень понравилось выражение святого Августина. Pazemīgs cilvēks, viņš nesalīdzina savus trūkumus ar citiem, Смиренный человек не сравнивает свои недостатки с другими vai savus sasniegumus ar citiem, или свои достижения с другими, bet savus trūkumus но свои ar недостатки Dieva dāvanu citos с cilvēkos. Божьим даром в других людях. Tā ir dziļa doma. Здесь очень глубокая мысль. Un trešā plakne И следующий уровень - pazemība attiecībā uz sevi. — смирение по отношению к самому себе. Un Romiešiem 12:3. Римлянам 12:3. Tad nu es ieteicu ikvienam starp jums tā žēlstības vārdā, kas man dota, netiekties pāri noliktam, bet censties sevi apvaldīt saskaņā ar to ticības mēru, ko Dievs mums katram ir piešķīris. По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, которую каждому Бог уделил. Nedomāt augstāk Не думай высоко un nedomāt zemāk и не думай низко, par to, ko Dievs saka par tevi. а думай так, как Бог говорит о тебе. Un, ziniet, kad mēs patiesībā lasām korintiešiem 1. korintiešiem 13. Вы nodaļu, знаете, когда мы читаем из первого послания Коринфянам 13 главу, mēs visi zinām, ka tur ir par mīlestību. мы все знаем, что там речь идет о любви. Tad lielākā daļa М, no šīm mīlestības aprakstiem И когда мы читаем вот это описание любви, то большая часть этого описания, tas atbilst lēnprātībai un pazemībai. она соответствует или связана со смирением и кротостью. Un tāds jautājums, mēs varam padomāt katrs priekš sevis. У меня есть такой вопрос, и каждый из нас мы можем подумать для себя. Kāpēc Jēzus šeit neteica lūgt par pazemību? Почему Иисус здесь не говорит, чтобы мы молились о смирении? Jūs esat domājuši par to, Вы думали вообще об этом? vai jūs esat lūguši par pazemību? А вы молились о смирении? Es esmu. Я молилась. Ziniet, mēs varam konstatēt, ka bieži vien mums ir tāda vēlme, Вы знаете, мы можем констатировать, что в нас есть такое mums ir tāda желание, ticība. такая вера, Mēs nākam Dievu priekšā, что мы приходим перед un Богом, mēs lūdzam, lai Viņš dara, и мы молимся: lai Господь, Viņš izdara. Господь, Ты сделай. Mūsu daļa ir vienkārši palūgt. А наша часть — это просто Mēs помолиться. palūdzām, И мы помолились. un Dievs kaut kā pārdabiskā veidā, И Бог каким-то сверхъестественным образом, kamēr es guļu, neko nejūtu, пока я сплю, я ничего не vēlams, kamēr чувствую. es neko nejūtu. И лучше, чтобы я nичего не чувствовала. Un Viņš ar savu neredzamo roku visu tur izdara. И Он своей невидимой рукой все это Un сделал. es pieceļos, И я проснулась, un es esmu pazemīgs. и все, я Kā смиренная. Viņš. Такая, как Он. Tas būtu brīnišķīgi. Это было бы замечательно. Bet mūsu Dievs nav tāds. Но наш Бог не такой. Paskatīsimies, kāpēc Jēzus neteica lūgt par pazemību. Давайте посмотрим и увидим, почему Иисус не говорил, чтобы мы молились о смирении. Filipiešiem 2, 5, 8. Филиппийцам 2, 5, 8.
Savā starpā turiet tādu pat prātu, kāds ir arī Kristu Jēzū. Tas Dieva veidā būdams neturēja par laupījumu līdzināties Dievam. Sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs. Nelasīsim tālāk līdz 7. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду стал как человек. Ja tulkojumā šis vārds prātu ir tulkots kā lai jums tāda jušana, izjušana, tādas jūtas. В русском переводе вот этот 5 стих здесь сказано не о разуме, а чтобы у вас были те же самые чувствования. Pareizais tulkojums ir prāts. Но правильный перевод – это разум, мышление. Angļu tulkojumā tas ir attention, tā kā attieksme. В английском переводе этот стих переведен как отношение. Tas ir tuvāk jau. Это ближе уже. Tad savā starpā turiet tādu pat prātu, kāds ir Kristū. То есть, ибо в вас должны быть те же самые чувствования, то же самое мышление, как и во Христе Иисусе. Turiet tādu pat prātu, tā ir mūsu domāšana. И когда сказано, у вас должны быть те же самые чувствования, это связано с нашим мышлением. Tā ir runa par domāšanu. Здесь речь идет о нашем мышлении. Kad mēs sakam Kristus prāts, un mēs bieži tā sakam, Когда мы говорим «ум Христа», и мы часто это говорим, tā ir Kristus domāšana. здесь речь идет о мышлении Иисуса. Domāt tā, kā domā mūsu kungs. Думать так, как думает наш Господь. Un, ja mēs sakam, ka mums ir Kristus prāts, И если мы говорим, что в нас есть ум Христов, mums ir jādomā tā kā viņš. тогда мы должны и думать, и мыслить так, как Он. Tad mēs redzam, ka pazemība, lēnprātība, tā ir domāšana. И из этого мы видим, что смирение и кротость – это как бы мышление, способ мышления. Tas ir domāšanas veids, kas iesakņojas tavā sirdī. Это вид мышления, способ мышления, который укореняется в твоем сердце, Tas nostiprinās tavā sirdī. который укрепляется в твоем сердце Ļoti, настолько сильно, ka tava rīcība, что твои действия, viņa nāk automātiski no tavas sirds iekšienes. они как бы исходят автоматически изнутри твоего сердца. Tas vairs nav tas, ko tu dari tā kā ārēji, И это уже не то, что ты делаешь внешне, bet tas ir tavs ieradums, tā ir tava но būtība. это уже как привычка твоя, это твоя сущность. Tas kļūst par to, kas tu esi. Это уже становится тем, кем ты являешься. Un tava domāšana, viņa kļūst par šo attieksmi. И твое мышление уже становится твоим отношением. Par attieksmi pret Dievu, Отношение к Богу, pret citiem к cilvēkiem другим людям un pret sevi. и к себе. Un vispār jāsaka, ka pazemība Вообще надо сказать, что смирение, mums palīdz arvien mazāk domāt par sevi. оно помогает нам меньше и меньше думать о себе. Bija viens piemērs, bet es to vairs neminēšu. Pāvils saka, Павел говорит, novelciet veco cilvēku, как бы снимите с себя старого человека, un kā Dieva izredzētiem, es atvainojos, es nepateicu, tā ir Kolosiešiem 3:12. Колоссянам 3:12. Pāvils saka, novelciet veco cilvēku, un kā Dieva izredzētie svētie un mīļotie tērpieties sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā, pazemībā, lēnībā, pacietībā. Иисус говорит, снимите с себя все старые одежды и облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные. Pāvils šeit saka, ietērpieties. Облекитесь в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение. Он говорит, облекитесь. Viņš nesaka, Dievs jūs ietērps, Он не говорит, что Бог вас облечет, viņš saka, jūs ietērpieties. но Он говорит, вы облекитесь. Pazemībā, lēnība šeit ir domāta kā lēnprātība. И смирение, кротость и милосердие имеется в виду как кротость. Nu, jā, krievu valodā tas nav, bet tas ir latviešu valodā. Tā lēnība ir kā lēnprātība. Un mēs atkal redzam, ka tā ir mūsu daļa, tas ir mūsu darbs, mūsu uzdevums. И мы видим, что это наша часть, это наше задание, наша работа. Tas nav tas, par ko mums ir jālūdz. Это не то, о чем нам нужно молиться, Tā ir mūsu pakļaušanās vārdam. но это наше подчинение Слову. Un vārds ir tas, kas maina mūsu sirdis un mūsu domas. И Слово является тем, который меняет наши сердца и наше Un мышление. Mēs ļaujam, lai vārds ir tas, kas mūs vada. И когда мы позволяем Слову вести нас, Mēs ļaujam, ka viņš ir tas, kas nosaka, kā mēs rīkojamies, когда мы позволяем Слову определять, как мы будем kā mēs поступать, как domājam, мы будем думать, ar to mainās mūsu sirds attieksme. через это меняется отношение Un arī нашего mūsu сердца izjūtas. и наше даже чувствование. Par ko mums ir jālūdz? О чем мы должны молиться? Mums ir jālūdz, lai mēs patiesi ieraugam to, Мы должны молиться, чтобы мы на самом деле увидели то,
Kāds ir mūsu kungs tajās situācijās, kurās mēs ejam cauri? Какой Бог в тех ситуациях, через которые мы идем? Viņš saka, ka neviens nepazīst tēvu kā tikai viņš, un neviens nepazīst dēlu kā tikai tēvs. И сказано в Библии, что никто не знает отца, как только сын, и никто не знает сына, как только Kā viņš отец. grib to darīt zināmu. И те, кому он желает открыть это. Ir jālūdz, lai mēs esam tie, kam viņš to var atklāt. Мы должны молиться о том, чтобы мы были теми или стали теми, кому он пожелал бы открыть это. Lai mēs redzam viņu savu acu priekšā. Чтобы мы могли увидеть его перед собой. Kā Dāvids teica, Как Давид говорил. lai mēs varam mainīties Для того, чтобы мы могли измениться pēc viņa tēla un līdzības. по образу и подобию его. Mums ir vajadzīga atklāsme par mūsu kungu, Мы должны получить откровение о нашем par mūsu Господе, ķēniņu. о нашем Царе. Mums ir jālūdz, lai Dievs parāda mūsu lepnību. И мы должны просить у Бога, чтобы Он показал нам проявление нашей гордости. Bieži vien mums nav šīs slāpes pēc pazemības, jo mēs īsti neredzam savu lepnību. Часто в нас нет этой жажды по смирению, потому что мы не видим своей гордости. Lai Dievs pārbauda mūsu sirdis un palīdz mums pašiem ieraudzīt sevi. Пусть Бог поможет нам, испытает наше сердце и поможет нам увидеть себя. Kā mēs runājām, tad ietērties tas ir nolikt malā vecos ieradumus, veco cilvēku, veco domāšanu. И как мы уже говорили, облечься — это означает, сначала нужно оставить в сторону, отставить старые привычки, старый образ Un жизни uzvilkt šo jauno. и облечься в новое. Tad veco nomainīt pret jauno. То есть старое заменить новым. Piemēram, ja es esmu tāds aizkaitināms, dusmīgs, Если, например, я вот такой вспыльчивый человек, злой человек, es to varu nomainīt pret laipnību. я могу поменять это на, такую лайпнейба. Кротость, такое доброе отношение к людям. Un mēs to varam izdarīt tikai pārdomājot vārdu, pakļaujoties vārdam un lūdzot palīdzību svētajam garam. И мы можем это только тогда, когда мы размышляем над Словом, принимаем Слово и просим помощи у Духа Святого. Vēl interesanta doma Filipiešiem 4.5. Еще очень интересная мысль Филиппийцам 4:5. Teikts, lai jūsu lēnība ir zināma visiem cilvēkiem. Здесь сказано: кротость ваша да будет известна всем человекам. Ietērties, tas nozīmē, tā kā uzvilkt kā apģērbu. Облечься — это означает, надеть на себя одежду. Un tas ir tas, ko var redzēt. И это то, что можно видеть. Tas nozīmē, ka šo manu lēnprātību, Это pazemību, означает, что мою смирение и мою кротость, to var redzēt, tā ir redzama. ее можно видеть, она видимая. To var redzēt mūsu uzvedībā, Это можно видеть в нашем mūsu поведении, vārdos, в наших словах, mūsu attiecībās. в наших отношениях. Un mēs atkal varam uzdot jautājumu, vai tie, kas mani zina, viņi redz manu pazemību un lēnprātību. И мы опять можем задать себе вопрос. Люди, которые видят меня, видят ли они во мне мою кротость, смирение? Mēs bieži dzirdam, tas ir manā sirdī, dziļi manā sirdī, tur tikai Dievs visu redz. Но мы часто говорим, это только все то, что в моем сердце, и это видит только Бог. Šeit Pāvils saka, ka ja tev tā ir, tad to var redzēt. Но Павел говорит, что если все это в тебе есть, то это будет видно. Mēs esam vārdu ar mērķi mainīties, Когда мы читаем слово с целью меняться самим, iepazīt mūsu kungu un mainīties, tas maina arī to, kā mēs lasām vārdu. познавать Бога, познавать себя, тогда это и изменит наше отношение, как мы читаем Bet tas vistiešākā слово. veidā sāk attiekties uz mums. Потому что это самым прямым образом начинает влиять и относиться к нам. Mēs lasām ar mērķi, ko tas nozīmē priekš manis. Мы читаем слово с целью, а что это значит для меня? Pazemība tā nav mūsu dabiska domāšana, kas var teikt, es esmu samērā pazemīgs cilvēks jau pēc savas Смирение būtības. не является нашим естественным мышлением, когда мы можем говорить, я просто по натуре своей такой смиренный. Tā nav mūsu dabiskā domāšana. Это не наше природное, естественное Mūsu мышление. dabiskā domāšana tik un tā ir, ka mēs vērtējam sevi pēc saviem sasniegumiem, pēc tā, ko mēs varam, mākam, pēc tā, kas mums piedara. Наше такое природное, естественное мышление, мы измеряем себя по своим достижениям, что мы понимаем, что мы можем сделать. Domāšana, uz kuru kungs mūs aicina, Но kur мышление, mums ir jāietērpjas, к которому Господь нас призывает и в которое нам нужно облечься, tas, ka mēs atliekam to visu malā un domājam, ka tas viss ir no viņa un no viņa žēlstības.
Когда мы откладываем все свое в сторону, и мы понимаем, что все, что у нас есть, это от Него и от Его милости. Un tā arī bija tā galvenā atšķirība starp Dāvidu un Saulu. И это было главное отличие между Саулом и Viņi Давидом. bija līdzīgās situācijās. Они оба были в подобных ситуациях, в Viņu одинаковых. attieksme, reakcija bija dažāda. Но их отношения, их реакции Tas, отличались, ka viņu domāšana bija savādāka. потому что их мышления отличались. Viens no iemesliem, kāpēc Dāvids nenogalināja Saulu, Одна из причин, почему Давид не убил Саула, viņš viņu patiesi redzēja kā Dievu svaidīto, kā Dievu ķēniņu. потому что он на самом деле смотрел на него как на Божьего Bet помазанника tad, и kad царя. viņš satikās ar viņu Adulā malā, Но когда он с ним встретился в этой пещере, Sauls viņu uzrunāja mans tēvs. Давид. Es atvainojos, Dāvids Saulu uzrunāja mans tēvs. Давид обратился к Саулу со словами «Мой отец». Neteica mans ķēniņ vai, Он не сказал «Мой царь» vai Dievu svaidītais, viņš teica или mans «Помазанный tēvs. Божий», но он сказал «Мой отец». Un tā bija viņa sirds attieksme. И это было отношение его сердца. Mēs zinām, ka viņš bija Dāvida sievas tēvs, protams, Мы знаем, что он был свекр жены Давида, bet viņš viņā patiešām redzēja tēvu. но Давид в нем видел на самом деле отца. Un Sauls viņam arī atbildēja mans dēls. И Саул Давиду ответил «Мой сын». Bet atšķirība bija tajā, kad Dāvids redzēja viņu kā tēvu, un tā bija viņa sirds attieksme. Но отличие между ними было такое, что Давид, он, обращаясь к нему как к отцу, это было отношение его сердца таким. Saulam tie bija tikai vārdi, У Саула это были просто слова. jo viņš aizgāja mājās, Потому что потом он пошел домой, un pēc tam viņš turpināja vajāt un mēģināt nogalināt Dāvidu. и потом он продолжал преследовать Давида. Dāvids zemojās viņa priekšā, un viņš nāca izlīgt ar viņu mieru. А Давид, он смирился перед ним, и он пришел с целью заключить с ним мир. Kaut gan viņš varēja to nedarīt, viņš bija labākā pozīcijā. Хотя он мог этого и не делать, потому что на тот момент он был в лучшей позиции. Paskatīsimies Jēzus piemēru, И давайте посмотрим на пример Иисуса. jo viņš parādīja pazemības augstāko punktu. Потому что Иисус нам продемонстрировал наивысший пункт смирения. Pazemības lēmprātības. Кротость и смирение, пример. Un mēs to redzam Filipiešiem 2, 6, 8. И мы это читаем Филиппийцам 2, 6, 8. Un mēs izlasīsim tikai 8, izlasīsim no 6 līdz 8. Izlasīsim gan. Давайте прочтем Филиппийцам 2 глава 6 по 8 стихи. Kas Dieva veidā būdams neturēja par laupījumu līdzināties Dievam, bet sevi iztukšoja pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs un cilvēka kārtā būdams, viņš pazemojās kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Šis vārds iztukšoja, Это слово «уничижил» или «опустошил себя». arī no grieķu valodas tas ir padarīt zemāku, nolaisties lejā. С греческого языка переводится как бы унизить, понизить, сделать ниже, опуститься ниже. Pirmkārt, mums ir svarīgi saprast, ka Jēzus atlika malā savu ķēnišķību. Во-первых, нам важно понять, что Иисус отложил в сторону свое Jā. царственная такую часть эту. Nevis viņš kļuva ķēniņš, Он не стал царем, bet viņš bija ķēniņš. но он уже был царем до этого. Viņš bija ķēniņu ķēniņš, Он был царь царей, bet viņš nolaidās šeit uz zemes. но он спустился на землю, Viņš šeit nestaigāja kā ķēniņš, и здесь на земле он не ходил как царь, viņš staigāja kā kalps. он ходил как слуга. Un to viņš nodemonstrēja, kad viņš mazgāja saviem mācekļiem kājas. И он это продемонстрировал тогда, когда он мыл ноги своим Viņš ученикам. atlika malā to, kas viņš bija. Он отложил в сторону то, кем он являлся. Viņš sevi iztukšoja no tā, kas viņš bija. Он как бы уничижил себя, опустошил себя от всего этого. Un viņš dzīvoja kā kalps. И он жил как слуга. Tā ir milzīga atšķirība. И в этом огромная разница. Zini, manā bērnībā bija tāda grāmata. В моем детстве была такая книга. Neatceros, kā viņa saucas, bagātais zēns un nabagais zēns kaut kā tā. По-моему, называлась она как-то «Богатый мальчик» и «Бедный мальчик». Tur bija viens bija princis un viens bija tāds kalpu bērns. И там был один принц, второй как Viņi бы samainījās мальчик, vietām. сын слуги, и они поменялись местами. Tur bija ļoti uzskatām parādīts šis domāšanas veids vienam un otram. И там очень четко показали тип мышления у одного и у другого. Tāpēc tās ir radikāli pretējas dimensijas. Поэтому это радикально противоположные уровни, дименсии. Un otrs punkts, И второй пункт. viņš bija Dievs.
Он был Viņš ir Бог. Dievs. Он является Бог, и он был Бог. Viņš ir visa Dieva pilnība. Он является полнотой всего божества. Viņš iemiesojās cilvēciskajā miesā, И он вошел, как бы пришел во плоти человеческой, kas ir vāja, которая слабая, nespēcīga. неспособная, Visu varens Dievs. всемогущий Бог. Un trešā vieta, kur mēs varam redzēt, И третье место, где мы можем видеть, tas, protams, ir 8. pāns, kur ir teikts, ka viņš pazemojās un viņš kļuva paklausīgs līdz pat krusta nāvei. это в 8 стихе, что он смирил себя и был послушным даже до смерти крестной. Tāds lēnprātības tāda paraugstunda no Jēzus. Это как бы образец, наивысший образец кротости Ir tad, kad и atnāca смирения. viņu gūstīt, Когда пришли его пленить, Jūda viņu nodeva, когда Иуда его предал, un kad šis viņa kalps nocirta, viņa māceklis nocirta tur vienam ausi, и один из его учеников отрезал ухо слуге, Jēzus teica, vai tu domā, ka es nevarētu lūgt savu tēvu, un viņš man nesūtītu vairāk nekā 12 leģionus eņģeļu? и Иисус на это сказал: неужели ты думаешь, что я не могу умолить Отца моего, и чтобы Он представил мне больше, чем 12 легионов ангелов? Jēzus atturība un pašdisciplīna bija tajā, kad, ziniet, mēs kādreiz esam situācijā, kur nav variantu. Вы знаете, мы попадаем иногда в ситуацию, где кажется, что нет других вариантов. Nav variantu, tu nevari neko izdarīt. Нет вариантов, ты не можешь ничего сделать в Jēzus этом. bija situācijā, kad viņam bija varianti. Но Иисус оказался в ситуации, где у него были Viņam tas варианты, bija par rokai. и это было у него рядом. Tas bija viens mirklis, un viss mainītos. Один щелчок, и все бы изменилось. Bet viņš palika tur, kur viņš bija, Но Иисус остался там, где Он был, un viņš to neizmantoja. и Он это не использовал. Amen. Amen. Un viņš to neizmantoja. Ziniet, kā ir citreiz, kad mēs ciešam par sevi. Вы знаете, бывают такие моменты, когда мы страдаем за себя, переживаем за себя. Jēzus to nedarīja par sevi. Но Иисус это не делал за себя. Viņš to nedarīja sevis dēļ. Он не делал это из-за себя, ради себя. Viņš to darīja mūsu dēļ. Он это делал Amen. ради Tā ir tā нас. pazemība, kas nedomā par sevi. Это тот уровень смирения, который не думает о себе. Un viņš atteicās labprātīgi no tā visa. И от всего он отказался добровольно. 1. Pētera 2:23. 1 Петра 2:23. Mēs varam redzēt, ka viņš zaimots neatbildēja uz zaimiem, iesdams nedraudēja, bet atstāja visu tam, kas spriež taisnu tiesu. Здесь написано о нем, что, будучи злословием, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предал то все судьи праведному. Viņš neatbildēja. Он не Mēs отвечал. uzdotu jautājumu, kas ir vieglāk atbildēt vai neatbildēt. Если задать вопрос, что легче было, ответить или не ответить? Noteikti teikt atbildēt. Конечно, я бы ответил. Конечно, ответить. Atbildēt un nolikt pie vietas. Ответить и поставить на место. Viņš atstāja visu tam, kas spriež taisnu Но tiesu. он все отдал судьи, который судья праведный. Paši mēs varam redzēt par Mūzu. Dievs teica, ka viņš bija lēnprātīgākais, jo viņš atstāja visas Ēģiptes bagātības. То же самое мы можем видеть и в жизни Моисея, о котором сказано, что он был самым кротким из людей, и он отказался от всего египетского богатства. Lai pavadītu tādu interesantu laiku kopā ar Izraēlu tūkstnesī. Чтобы провести такое интересное время с народом Израиля в пустыне. Dāvids atlika malā savu ķēnišķību, kad viņš dejoja tā kunga priekšā. Давид отложил свое как бы царское происхождение, царский статус, когда он танцевал перед Богом. Tā, ka viņa sievai palika kauns. Настолько, что его жене даже стало стыдно за него. Un mēs tālāk nelasīsim raksturvietas, es tikai nosaukšu Мы дальше не будем читать места из Писания, я просто назову их. tādus praktiskus pazemības piemērus, Такие практичные примеры kurus mēs смирения, varam mācīties. из которых мы можем учиться. Pirmais ir spēja palikt nepamanāmam. Первое – это способность оставаться незамеченным, незаметным. Tas ir Lūkas 14, 10, 14. Луки 14, 10, 14. Spēja piekāpties. Умение идти на уступки.
Es neesmu pierakstījusi, bet tā ir tā raksturvieta, un kas ar tevi grib tiesāties, tam atdod arī svārkus, un kas tevi spiež iet vienu jūdzi, ar to ir paēdības. Матея 5, 40, 41, Матфея 5, 40, 41. И кто захочет судиться с тобой, взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Tad neraudzīties uz savu labumu. Не смотреть и не искать своей пользы, выгоды. Filipiešiem 2:4 un Filipiešiem 2:21. Филиппийцам 2, 4 и Филиппийцам 2, 21. Atteikties no savas taisnības izpratnes. Отказаться от понимания своей правоты. Romiešiem 12:19. Римлянам 12, 19. Turēt mieru. Быть в мире со всеми. Romiešiem 12:18. Римлянам 12, 18. Un nemeklēt godu no cilvēkiem. И не искать чести и славы от людей. Mateja 6:3. Матфея 6, 3. Ļoti īsi pieskaršos, kāpēc pazemība mums ir tik svarīga. Я очень быстро коснусь того, почему смирение настолько важно для нас. Jākaba 4:6. Иаков 4, 6. Toties viņš dod lielāku žēlstību, tāpēc raksti saka, ka Dievs stājas pretim lepniem, bet pazemīgiem dod žēlstību. Но тем большую дает благодать. Посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Lai mēs piepildītu Dieva gribu, mums ir vajadzīga žēlstība. Для того, чтобы мы могли исполнить волю Божью, нам нужна Bez благодать. žēlstības mēs neko neesam spējīgi. Без благодати мы не способны ни на что. Un Salmana pamācības 16:32. И в притчах 16:32 Pacietīgais ir labāks nekā stiprais, un kas ir kungs pār savu garu un sirdi, tas ir labāks par to, kas iekaro pilsētas. долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собой лучше завоевателя города. Mūsu valdīšana vispirms iesāks ar to, ka mēs esam spējīgi valdīt pār sevi. Наше вообще правление начинается прежде всего с того, что мы способны управлять Kā собой, mēs redzējām, Jēzus piemērā. как мы это видели на примере Иисуса. Un tikai jūdzoties kopā ar viņu, Только тогда, когда мы впрягаемся вместе с Ним в одну staigājot ar упряжку, viņu, когда мы ходим вместе с Ним, novalkot veco cilvēku un uzvalkot jauno cilvēku. когда мы снимаем старые одежды и облекаемся в новые одежды, Jēzus saka, ka mūsu dvēseles Иисус говорит, тогда наши души, atradīs atvieglojumu. они найдут покой, Mūsu облегчение. izmainītā domāšana, Наше измененное ietekmēs мышление, mūsu emocijas, mūsu vēlmes, наше измененное мышление, оно окажет влияние на наши эмоции, на наши желания. atnesīs mieru un atvieglojumu mūsu И dvēselē. та принесет мир и покой нашим Un vēl душам. viena lieta, ko es gribu pateikt, tā būs pēdējā. И последнее, что я бы хотела сказать. Mūsu draudzē ļoti paveicies ar to, ka mēs dzirdam ne tikai tādu brīnišķīgu vārdu, Нашей церкви очень повезло, что мы слышим здесь не только такое удивительное слово, ļoti dziļu vārdu. очень глубокое слово, Mēs varam redzēt arī reālu piemēru, но мы можем также видеть реальный пример, ka vārds kļūst par miesu. когда слово становится плотью, Tas, ka превращается. mācīties mēs varam vispirms no mūsu kunga, Во-первых, мы можем учиться от нашего Господа, arī kā Pāvils teica, sekojiet man, kā es Kristum. но, как Павел говорит, следуйте мне, как я следую за Mēs Христом. varam mācīties arī no cilvēka. Мы можем учиться также и от человека. Mūsu mācītāji, mācītājs Rufus un Natālija, Но наши пасторы Руфус и Наталья, viņi ir patiesa pazemības un lēprātības piemērs. они на самом деле пример такого истинного смирения и кротости. Mēs kā draudz esam svētīti, ka mēs patiesi varam mācīties no viņu piemēra. И мы как церковь мы благословлены тем, что можем учиться от них. Man ir bijis laiks, kad esmu gribējusi iet pie mācītāja un teikt, mācītāji, ir beidzot jāpieņem kādi mēri. У меня были моменты, когда я хотела к пастору идти и говорить, ну, пастор, все, Kaut kas ir jādara, время принять какое-то решение, нужно что-то делать. tāpēc, ka es nesapratu mācītāju. Потому что я не понимала пастора. Bet ar laiku es esmu pamanījusi, ka viņā patiesi ir šī tēva sirds, Но со временем я просто поняла и стала наблюдать это сердце Отца, mūsu kunga ķēniņa sirds. сердце нашего Господа Иисуса. Tā ir pazemība un lēprātība, kas nepakļaujas loģikai. И это то смирение и кротость, которое не подчиняется непонятно логике.
un šīs pasaules gudrībai. Amen. и мудрости этого мира. Tāpat arī Natālija man ir bijusi brīži, es domāju, kāpēc viņa klusē, kāpēc viņa neko nesaka. И точно так же и с Натальей мне казалось, ну почему она молчит, почему она ничего не делает? Tie ir patiesi Dieva cilvēki, Но они на самом деле Божьи люди, no kuriem mēs varam mācīties un Atkat- ņemt piemēru. от которых мы можем учиться и брать пример. Staigāt pazemībā un lēnprātīgi. Как ходить в смирении и кротости. Lai tas kungs mums visiem ir žēlīgs un palīdz mums patiesi ieteikties pazemībā un lēnprātībā. И пусть Господь на самом деле помилует нас и поможет нам облечься в это смирение и Mēs esam кротость, cienīgi tā kunga priesteri un ķēniņi. чтобы мы были достойны Бога, Amen. цари и священники. Nolieksim galvas un palūksim. И давайте опустим голову и будем молиться. Kungs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu. Господь, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Mēs pateicamies, kungs, par to, ko Tu runā uz mums šajā laikā. Благодарим за то, что Ты говоришь к нам в это время. Mēs pateicamies, ka Tu māci mūs Благодарим за то, что Ты учишь нас un ka Tu maini mūs no iekšienes. и что Ты меняешь нас изнутри. Tu strādā mūsu sirdīs. Ты работаешь в наших сердцах. Mēs Tev pateicamies un lūdzam, Господь, мы благодарим Тебя и просим. atklājies, kungs, mums vairāk un vairāk. Открывайся нам все более и более. Palīdz mums ieraudzīt tādu, kāds Tu esi. Помоги нам увидеть Тебя таким, каким Ты Palīdz являешься. mums ieraudzīt sevi tādus, kādi mēs esam. Помоги нам увидеть и себя, какими мы являемся. Mēs varam mainīties patiesi pēc Tava tēla un līdzības. Чтобы мы на самом деле менялись в Ka образ и mēs varam подобие ne tikai Твое. teikt, ka mums ir Kristus prāts, И чтобы мы не только могли просто говорить, что в нас есть ум Христов, bet ka mums patiesi ir Tava domāšana. но чтобы на самом деле в нас было Твое Mēs domājam, мышление. kā Tu, Чтобы мы мыслили, как Ты, ka mēs esam tie, и чтобы мы были теми, kas varam pasaulē atklāt Tevi. которые могли бы открыть этому миру Тебя. Amen. Аминь. Слава Господу. Slava tam kungam. Вы благословлены Mēs этим esam словом. svētīti. Now, интересно местописание, которое Сандра начала читать, Interesantas raksturvietas, kuras Sandra sāka lasīt. и тема сердце царя. Un tēma ir ķēniņa sirds. Аллилуйя. Скажите, сердце царя. Pasakiet, ķēniņa sirds. То, что делает человек, человеком, это его сердце. To, ko dara cilvēks cilvēkam, tā ir viņa sirds. И согласны с этим? Ты такой, какой ты есть из-за твоего сердца. Kas dara cilvēku par cilvēku. Если у ir тебя viņa плохое sirds. сердце, Ja tev ir slikta sirds, ты плохой человек. tu esi slikts cilvēks. Если у тебя хорошее сердце, Ja tev ir labas sirds, ты хороший человек. tu esi labs cilvēks. Что делает сердце хорошим, что делает сердце плохим? Kas dara sirdi par labu vai sirdi par sliktu. Мышление, Domāšana, отношение. attieksme. Аминь. Amen. Мышление человека. Cilvēka domāšana. Так Библия говорит, что как мы думаем, как мы думаем, так мы поступаем. Правильно? Bībele saka, tā kā mēs domājam, tā mēs arī rīkojamies. И поэтому, когда мы говорим, что мы цари, Un tad, kad mēs sakam, ka mēs esam ķēniņi, это означает, что мы должны развивать определенное мышление tas nozīmē, ka mums vajag attīstīt zināmo domāšanu и определенные отношения. un tāpat arī attieksmi. Аминь. Amen. Почему вы такой спокойненький? Tāpēc mēs esam tādi mierīgi tagad. И какое мышление и какое сердце мы должны развивать? Tādu domāšanu un tādu sirdi mums ir jāattīsta. Это сердце, которое нам показал сам царь царей, Un tā ir tāda sirds, kuru mums parādīja pats ķēniņu ķēniņš, Господь Иисус. Kungs Jēzus. Аминь. Amen. Он царь всех царей. Viņš ir visu ķēniņu Мы ķēniņš. цари, Un mēs esam потому ķēniņi. что Он нас поднял, Tāpēc, ka viņš mums ir чтобы мы pacēlis, были как Он. lai mēs būtu kā viņš. Аминь. Amen. И Он показывает путь. Viņš parāda mums. И в этом местописании, который Сандра начал, Un šajā raksturvietā, ar ko Sandra saka, Иисус радовался. Jēzus priecājās. Он радовался Viņš и priecājās говорил: un teica, спасибо, Отец, paldies Tev, Tēvs, что это Твоя воля, ka tā ir Tava что griba, Ты это все утаил. ka visu šo Tu esi tā kā noslēpis. Не все это знают. Un ne visi to zina. Это Твоя воля. Tā ir Tava griba. Это не истина для всех людей.
Šī patiesība nav visiem cilvēkiem. Это истина для жаждущих Šī людей. patiesība ir tikai tiem, Это kuriem истина для тех, slāpst, которые хотят делать разницу в этом мире. tiem, kuri grib darīt atšķirību šajā pasaulē. Эта истина Tā ir patiesība. принадлежит тем, Viņa pieder tiem, которые жаждут kuri Бога. slāpst. Аминь. Amen. Кто здесь со мной? Kurš šeit ir ar mani? Да, поэтому обычные люди Tāpēc vienkārši или cilvēki, толпа людей ja cilvēki не kūst, интересует viņu ничего о смирении, neinteresē nekas par о pazemību. крутости, Nekas par об отношении. pazemību. Они хотят выставлять себя. Viņi sevi cenšas pavirzīt uz priekšu. Они хотят демонстрировать свое умение или свои достижения. Viņi demonstrē savas mācēšanas, savus panākumus. Если бы кто-то мог бы это делать, это сам Иисус. Аминь. Un ja kāds vispār to Но он это varētu никогда не darīt, to делал. varētu darīt Jēzus, bet viņš to nedarīja. И потому, если мы заявляем, что мы цари, Un ja mēs pasludinām, ka mēs esam это очень ķēniņi, ответственное tas ir ļoti заявление. atbildīga pasludināšana. Аминь. Подумай, Padomā, твое мышление какое? padomā, kāda ir tava domāšana. Сердце царя. Ķēniņa sirds. Это сердце, подражающее Христу. Tā ir tā sirds, kura attēlo Kristu. Мышление царя. Ķēniņa domāšana. Живо, живо, живо. Аллилуйя. Мышление царя. Ķēniņa domāšana. Это мышление Иисуса. Tā ir Jēzus domāšana. Вы здесь со мной. Jūs te ar mani Запомните эти вещи. atcerieties tās lietas. Когда Иисус говорил, Kad ķēniņš teica, Он говорит, я хочу es gribu вас научить. jūs iemācīt. Научить. Iemācīt. Вы хотите быть царем? Jūs gribat būt Я iemācīti? царь. Es esmu ķēniņš. Учите у меня. Mācieties no Я manis. царь. Es esmu ķēniņš. Я чтобы вы были как я. Es gribu, lai jūs būtu kā es. И это слово, что придите. Un šis vārds saka, Давайте скажем, nāciet pie manis, придите. sakiet, Скажи nāciet еще pie раз, manis, придите, saki скажи твоему vēlreiz, соседу. nāciet Приди. pie manis, nāciet. Иисус очень часто это говорит. Es ļoti bieži tā Что teicu, следуй со мной. seko man, И я сделаю un тебя. es tevi izdarīšu. Следуй. Nāc, И seko я man, сделаю тебя. un tu būsi. Аллилуйя. Поэтому это очень, это говорит о том, что у нас должен быть это постоянное общение с Богом, мы должны наблюдать. Un te runiet par to, ka mums visu laiku jābūt attiecībām ar Dievu, un mums vajag vērot. И это пример в начале, который Сандра говорит насчет это юг, как это, иго. Un šis piemērs, ko sākumā teica Sandra, tas ir par to jūgu. Очень важно. Ļoti svarīgs. Потому что мы учимся, Jo mēs mācāmies, когда мы смотрим. kad mēs skatāmies. Мы учимся, Mēs mācāmies, когда мы подчиняемся определенной дисциплину. mēs pakļaujamies kādai disciplīnai. Твоя плоть не дисциплинирована. Tava miesa nav Кто согласен disciplinēta. с этим? Kurš tam piekrīt? Не дисциплинирована. Nav disciplinēta. Поэтому Павел говорит, Tāpēc Pāvils saka, я es порабощаю tā kā paverdzinu свой плоть. savu miesu. Кто это я? Kas tas esi tu? Духом. Ar garu. Потому что плоть непокорна. Tāpēc, ka miesa nav Плоть pakļāvīga. не слушается. Viņa neklausās. Ты лучше меня это знаешь. Un tu pats labāk par mani to Because zini. я же молиться. Piemēram, Иди es стань gribu на lūgt, колено. un tu noliecies И когда ты ceļos. посмотришь на время, Kad tu paskaties uz ты pulksteni, проснулся. tu pamodies pēkšņi. Ты уже заснул. Tāpēc, ka tu jau biji Because aizmidzis. я же поститься. Un tad tu saki, es gribu gavēt. И тело, плоть кричит, A miesa голова bļauj, болит, galva sāp, что-то еще болит, vēl kaut kas sāp. и раздраженность, Un ir tikai aizskaitāmība. ai. Un tu saki, ai, плоть. miesa. Надо дисциплинировать. Miesu vajag Поэтому disciplinēt. иго мое, он говорит, Tāpēc, ka, ja es saku, mans не jūgs, бери. Это дисциплину. ņem, tā ir Дисциплинировать, disciplīna. покоряться твоя воля. Disciplinē un pakļaujies viņa gribai. У меня один вопрос. Man ir viens Иисус jautājums. на небесах? Jēzus taču ir debesīs, Правда? tieši tā. И у меня очень большой вопрос. Un man ir liels jautājums. И беда в церкви такая.
Un bēda draudzē ir sekojoša. Сколько люди могут Cik говорить, daudz cilvēki var как Иисус сказал, teikt, kā Jēzus ir возьми teicis, иго мое, paņem manu ибо я nastu, кроток. un, jo es esmu pazemīgs. Сколько людей могут сказать, Cik daudzi cilvēki следуй var со paņemt, мною, seko man līdzi, и ты куда-то пойдешь, ты un tu станешь kaut kur кем-то, aizies, un tu par kaut ko kļūsi. ты изменишься. Tu Вы izmainīsies. поняли, о чем речь идет? Jūs saprotat, Это par ko ir принцип runa? ученичества, Tas ir это māceklības pamats, желание Господа, un tā ir tā kunga чтобы в церкви vēlēšanās, были люди взрослые, lai visi jūs būtu šie pieaugušie cilvēki, которые сами являются учениками, kuri paši ir и mācekļi, которые могут других помочь, un kuri var citiem palīdzēt, чтобы они формировались как ученики, lai viņi formētos kā mācekļi, своим личным примером, своим savu личным примером. personīgo piemēru. У каждого из нас есть ответственность. Katram no mums ir atbildība, Кому ты помогаешь kam tu palīdzi становиться учеником? kļūt par mācekli. Мы начали этот год, я помню проповедь, которая у меня была в первый воскресенье этого года. Mēs šo gadu, es atceros to svētdienu, kur man bija pirmajā šī gada sākumā. Инвестированная жизнь. Кто помнит Tā это? bija investēta dzīve. Kas Жизнь, to которая atcerās? инвестирована. Dzīve, kuru tu investē. Мы инвестируем. Mēs investējam. Amen? Amen. В кого ты инвестируешь? Kamā tu investē? И кто в тебе инвестирует? Это два. Kurš tevi investē? Это так должно быть. Tā ir jābūt. Может ли ты назвать один человек, Vai tu vari nosaukt kaut vienu который ты cilvēku, инвестируешь? kurā tu investē Время, laiku, молитва, lūgšanu, ободрение, uzmundrinājumu, наставление, pamācību, исправление, izmainīšanu, дисциплину. disciplīnu. Кто понимает, о чем я говорю? Kurš saprot, par ko ir runa? Важно Tas ir svarīgi. инвестировать в твою жизнь. Investē savu Иначе dzīvi. мы будем просто хлопать глазами Savādāk mēs vienkārši ar acīm и tikai ожидать, когда mirkšķināsim придет Иисус. un gaidīsim, kad nāks И Jēzus. смотрим назад Un skatāmies на atpakaļ. праздная прожитая Tur жизнь. vienkārši pavēlt И мы izdzīvot dzīvi. вкладывали эту жизнь в Un mēs чем-то ielikam непонятное, savu dzīvi kaut kamā который nesaprotamā. потом просто исчезнет как Kas пар pēc tam vienkārši aizies prom и kā не имеет putekļi. никакой вечной Un значимости. nebūs tam nekādas mūžīgas Ты здесь со мной. Поэтому, когда Бог говорит, мы цари, vērtības. Vai jūs esat ar mani? Tāpēc, Очень kad Dievs серьезное saka, ka mēs esam заявление. ķēniņi, tas ir ļoti и сердце царя stiprs pasludinājums, jo — это ķēniņa послушное sirds. сердце, Tā ir paklausīga sirds. это смиренное Tā сердце, ir pazemīga sirds. это сердце, которое Tā учится. ir sirds, kura mācās. Аминь. Ты ставишь себя в этой позиции, Tu lieti sevi tādā что я pozīcijā. хочу учиться. Es gribu mācīties. Аллилуйя. Некоторые люди уже невозможно учить. Daudzus cilvēkus nav iespējams Они уже mācīt. все Viņi знают. jau visu zina. Аминь. Amen. Имеет маленький успех и уже гордится этим. Viņam ir kaut kāds maziņa veiksme, un viņš ir tik ļoti lepns. Иисус говорит, Bet, ja es teicu, научитесь от меня. iemācieties no manis, Берите мое иго. paņemiet manu jūgu. Вопрос интересный. Un jautājums ir interesants. Ты всегда будет под иго. Tu vienmēr būsi zem jūga. Всегда. Vienmēr. Или его иго, Vai tas būs Dieva jūgs? или иго, который система этого мира наложил на Ir тебя. tas jūgs, ko pasaules sistēma ir uzlikusi tev. И мы идем как баран, покоряемся этой иго. Un mēs ejam kā avis un pakļaujamies tam jūgam. А он говорит, прими решение. Bet Dievs saka, pieņem Разорви lēmumu. это колесо. Sārauž šo te riteni И добровольно иди. un labprātīgi И ej брать его иго. un paņem Он viņa говорит, потому что jūgu. это легко. Tāpēc, ka mans jūgs ir Мое иго viegls. легко, Mans jūgs ir viegls. чем то, что в мире. Nevis tas jūgs, kas ir pasaulē, То здесь со мной. kas ir šeit ar mani. Amen. Очень важная Mē, вещь. tas ir ļoti svarīga Очень lieta. важная вещь. Ļoti Я svarīga верю, что lieta. Дух Святой хочет нам напоминать о некоторых вещах. Es ticu, ka Svētais Gars mums atgādināt dažādas lietas. И интересные мысли, то, что Сандра говорит, не молись о смирении. Un ļoti interesantas domas, ko Sandra teica, nelūdz par pazemību. Вы знаете, что Слово Божье говорит? Ziniet, ko Dieva И vārds Яков saka? говорил. Un Jēkabs Он saka, говорит, смиряйтесь. viņš saka,
Под Zemojieties! крепкой рукой Божьей. Zemojieties zem Dieva stiprās Кто это rokas! должен делать? Kam to Я jādara? не слышу. Es nedzirdu. Смиряйтесь. Zemojieties! Это решение. Смиряйтесь. Zemojiet, tas ir lēmums. Если ты Zemojieties. скажешь, Un ja tu teiksi, Господь, смири меня или помоги мне Kungs, смириться, pazemo mani, jeb palīdzi man ты только zemoties, что сделал объявление. tu tikko uztaisīji šo Я te не хочу смиряться, pieprasījumu. ты меня смири. Tu pateici, es pats Вы знаете, negribu как Бог zemoties, смиряет bet tu людей? mani pazemini. Un ziniet, kā Новоходор Dievs to Назор, dara? Нозор, да, или как Atcerieties, это? Bahut Бог Nab- его смирил. Аллилуйя. Viņš viņu pazemoja. Фараон, Faraons, Бог его смирил. Dievs viņu pazemoja, Потому что он сам не хочет смириться. tāpēc, ka viņš pats negribēja zemoties. То, что Бог говорит, чтобы мы делали, To, ko Dievs saka, lai mēs darām, мы не можем молиться, чтобы он это делал. mēs nevaram lūgt, lai Dievs to dara. По-моему, недавно я это сказал, я не помню Līdz где. nesen es to So, мы не pateicu. можем, или на молитву был, да? Да. Мы не Vai tas bija можем lūkšanas? Mēs nevaram просить Богу, prasīt Бога, Dievam делать darīt то, что Он говорит, чтобы мы делали. to, ko Viņš saka, lai mēs darītu. Не работает. Tas nestrādā. Поэтому как Бог это делает? Tāpēc kā Dievs to dara, Бог ставит нас в отношении, Viņš ieliek mūsu attiecībās, где мы должны быть под. kur mums jābūt zem. Вы здесь? Vai jūs esat Быть šeit? под. Būt zem. А ты говорила, Kā tu saki? я Nē, не буду под. es nebūšu zem. Я не буду под. Es nebūšu zem. Я знаю лучше, Es zinu labāk, у меня больше статус, man ir lielāks у меня status, больше сертификатов, man daudz vairāk у меня certifikātu, лучше позиции. man ir labāka So, pozīcija. Бог так делает всегда. Jūs tā dara vienmēr. Amen. Amen. Потому что Он учит на смирение. Tāpēc, ka viņš meklē Видите, mūsos. Бог, Библия говорит pazemību. про Бога, Иисус. Un Bībele saka par Jēzu. Он Бог. Viņš ir Dievs. Если можно сказать, Он равен, Ja var pateikt, viņš ir līdzīgs, но Он не ухватился за это, bet viņš nepieķeras tai а Он это līdzībai Dievam, опускал bet viņš to palaida vaļā и подчинил un себя. pakļāvās. Amen. Amen. И Библия говорит, что поэтому Un Bībele saka tieši Бог tāpēc. дал Ему имя, которое превыше всякого имени. Dievs iedeva viņam vārdu, kurš ir augstāks par jebkuru vārdu. Поэтому Tāpēc. Он имеет власть, поэтому Viņam ir vāra. все колено Tāpēc. преклонятся перед именем Его, поэтому. Tāpēc visi ceļi zemosies viņa priekšā. Tāpēc. Потому что у него было определенное отношение, Tāpēc, ka viņam bija īpaša attieksme, определенное мышление. domāšana. Я не моя воля, Viņš teica, ne mana griba, твоя воля. tava griba. Не так, как я хочу, Ne tā kā es Dievs как gribu, ты bet ka хочешь. tu gribi. Аллилуйя. Aleluja. Ему не было сложно это делать, Viņam nebija grūti to потому darīt, что он думал правильно. pēc ka viņš domāja У него было pareizi. правильное отношение. Un viņam bija pareizi. Дорогие друзья, я бросаю вызов нам. Dārgie draugi, Исследуй es свою metu jums жизнь. izaicinājumu, izseko Исследуй savu твои sirdi, отношения. izseko savai Исследуй твое attieksmei, мышление. izseko savai domāšanai. Amen. Что бывает, что есть некоторые гордость в нас прется так, Jo, ziniet, citreiz ir tā, ka lepnība mūsos tā iet pa priekšu, что Бог противится. ka Dievs pretojās mums. Мы можем прикрываться под религиозной деятельностью. Un mēs varam aizsegt savu lepnību ar kaut kādām reliģiozām darbībām. Я хороший человек. Esmu labs Я делаю cilvēks, хорошие дела. es daru labus Я darbus, помогаю es людям. palīdzu cilvēkiem. Я... Es, это все хорошо. tas viss ir labi, Бог смотрит в сердце. bet Dievs skatās sirdi. Сердце царя. Dievs skatās un meklē ķēniņa sirdi. Библия говорит, что сердце царя у рука Божьей. Амин. Un Dievvvārds saka, ka ķēniņa sirds ir Он хочет его направлять туда, куда он Dieva хочет. rokās.
Un Dievs grib šo sirdi virzīt tur, kur viņš grib Согласны? virzīt. Vai jūs Если он не piekrītat? может его направлять туда, куда он хочет, Ja viņš ķēniņa sirdi nevar virzīt tur, kur grib придет virzīt, сокрушение внезапно, и никто это не избежит. pēkšņi nāk šī te salaušana, un to neviens Потому что nevar сердце izmainīt. царя Tāpēc, ka должно быть в рука ķēniņa Божьей. sirdī ir jābūt Dieva rokās. Давайте скажем, сердце царя, Pasakiet, в руках ķēniņa Господа. sirdī ir jābūt он Dieva направляет rokās. его Un Dievs туда, virza куда он tur, хочет. kur viņš grib. Если ты царь, Ja tu esi ķēniņš, тебе дается полномочия, но ты покоряешься другому, tev to dodās upravляет šī всё. vara, bet tev ir jāpakļauj šī garīgai varai. потому что он что-то делает. Tāpēc, ka Dievs kaut Ты ko просто dara. часть того, что он делает. Tu vienkārši esi daļa no tā, ko И Dievs твоей своей dara. воле портит дела. Un tieši tava brīvā griba viņa sabojā lietas. Бог не может направлять тебя туда, куда он хочет. Dievs grib tevi virzīt tur, kur viņš Потому grib, что ты умный. bet tāpēc, ka tu esi Gordi. baigi gudrs un И lepns думаешь лукавые смысли, un нечистые domā мотивы. viltīgas domas И un многие netīras эти вещи. motīvus un daudz šīs lietas, Портит дела. tas bojā Dieva darbu. Но мы здесь Bet mēs esam šeit, говорим, sakam, Господь, kungs, возьми мое сердце paņem manu в sirdi твоих руках. savā rokā Направляй туда, куда un, ты un хочешь. virzi viņu tur, kur tu Я не vēlies. всегда все понимаю, Es nevienmēr visu но я тебе saprotu, доверяю. bet es tev uzticos. Аминь. Amen. Это очень важный момент. Tas ir ļoti svarīgs Ты не можешь moments. все понимать. Tu nevari visu saprast, Но если ты можешь доверять, bet ja tu vari тебе будет uzticēties, мир. tev būs Поэтому miers. Господь, возьми иго мое. Un tāpēc viņš saka, Потому что paņem приди ко manu мне, все jūgu, трудящиеся. atnāciet pie manis Я даю visi. вам покой. Вы Es jums dodu успокойтесь. mieru visiem, kam ir raizes, Mīru dod от jums Бога. mieru, nāk Amen. miers no Dieva. Когда ты можешь все отдать в его руках, Un tad tu visu vari atdot ты viņa просто rokās подчинишься ему. un vienkārši pakļauties Ты не viņam. будешь переживать о многих вещах. Tu nepārdzīvos par Ты это не daudzām lietām. понимаешь, Tu to но ты nesaproti. знаешь, что он понимает. Bet tu zini, ka viņš И он šīs ведет, lietas он руководит. saprot, Я un хочу. viņš vada, un viņš tevi virza. Я хочу, чтобы ты меня направил. Un tu saki, es gribu, lai tu mani virzi. Дорогая церковь, вот эти Dārgā визов, да? draudze, bet Давайте šīs отдадим lietas, свое сердце в его руках. lūdzu, atdodam savu sirdi viņa Давайте rokās. будем примерами. Esam par Давайте piemēru. будем инвестировать в свою жизнь. Investēsim savu dzīvi. Аминь. Amen. Давайте станем теми людьми, Paliksim par tiem которые можем cilvēkiem, стать примерами kuri var būt par piemēru для других людей. citiem cilvēkiem. Знаете, я уже один раз говорил, Es vienreiz очень часто я teicu, задаю себе этот es вопрос. ļoti bieži sev uzdodu šo Это очень jautājumu. опасный вопрос. Šis ļoti tāds bīstams И это вопрос, jautājums. который тоже напрягает. Un šis jautājums, kurš tā kā ļoti ieliek tādā, Но это я сам себе задаю bet es šo jautājumu uzdodu pats sev сознательно. apzināti. Это мне помогает, Un tas man это меня palīdz, ободряет, tas man это uzmundrina, мне помогает не опускать руки, un tas man palīdz это мне nenolaist помогает не rokas. остаться на достигнутом Tas уровне. man palīdz nepalikt tajā sasniegtajā līmenī. Это простой вопрос. Un tas ir vienkārši Если бы jautājums. если все будут как я, Ja visi būs tādi kā es, будет ли дело Божие продвигаться? vai tad Dieva darbi virsīsies uz priekšu? Вот мы все здесь индивидуальны. Mēs šeit visi Вот sēžam ar задайте этот jums. вопрос. Uzdod Если, sev šo если jautājumu. все вот так, как я живу, Ja visi cilvēki ir tādi kā es un dzīvo все tā в kā церкви es, так живут, visi dzīvo tā, будет ли толк? vai Будет ли это būs помогать? labums, vai Будет ли tas это palīdzēs, продвигать? vai tas virzīs, Потому что легко jo tas ir viegli. говорить, Jo viegli ir runāt, что надо делать. ko vajag darīt. Кто согласен с этим? Kas tam piekrīt? Это говорится легко начальствовать. Un saka tā, Начас, viegli būt par начальствовать. priekšnieku. Легко начальствовать. Все хотят быть начальники. Visi grib būt priekšnieki, Правильно? Все vadītāji. начальники. Visi Они priekšnieki. все, да? Nav visi. Ингуз не хочет быть начальником. Хорошо. Jā. Но большинство это природа павший человек Bet tieši kritušā cilvēka daba, начальствовать.
Viņa grib valdīt. Сказать всем, что надо делать. Visiem pateikt, kas jādara. Надо это делать, надо это делать, надо так делать, надо так проповедовать, надо так сидеть, Tā vajag sēdēt, tā sludināt, надо так одеваться. tā vajag ģērbties. Короче, Citiem vārdiem sakot, помните о чем? saprotiet, У вас par нет ko. такой, да? Jums tas nav. Пусть Господь поможет нам. Lai Dievs mums palīdz Лучше быть примером. labāk būt par piemēru. Каждый день скажи, Господь, помоги мне быть Katru примером. dienu saki, kungs, palīdzi man būt Царя, par который piemēru. ты ищешь Palīdzi man būt par ķēniņu, здесь, kuru на tu земле. meklē Аминь. šeit uz zemes. Слава Господу. Slavu tam kungam. Спасибо, Сандра, за Paldies, слово. Sandra, par vārdu. И будьте благословенны. Будем Esiet принимать это svētīti. слово к сведению. Pieņemsim šo vārdu ar pazemību.